В десятку самых распространенных онкозаболеваний входит рак шейки матки. Специалисты утверждают, что болезнь вызывается вирусом папилломы человека, который передается половым путем. Существует множество типов вируса папилломы. Наиболее онкогенными считаются 4 из них – 6, 11, 16 и 18. Вакцина Gardasil эффективна как раз в отношении этих типов, и вакцинация может предотвратить развитие рака шейки матки и других опасных заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека, говорят специалисты. Можно с уверенностью сказать, что причина рака шейки матки в 100% этиологическим фактором является вирус папилломы человека. На сегодняшний день в Абхазии есть такая возможность получить эту вакцину. Именно Gardasil. В мире признаны 2 вакцины, Cervarix и Gardasil. Они направлены против онкотипов. В Абхазии с 2011 года работает программа по скринингу, в рамках которой было обследовано 4500 женщин. 500 из них попали в зону риска, и у 48 женщин был выявлен рак шейки матки. Для нашей страны это довольно внушительные данные. Важно не только диагностировать рак на ранней стадии, но и использовать возможность его предотвратить, считает акушер-гинеколог Оксана Читанава. Важно своевременно диагностировать фоновые предраковые состояния. Приходит программа скрининг, которая охватила огромное количество стран, очень много стран в мире, где эта программа сегодня существует. Это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. И второй путь – это вакцинация. Проводится девочкам. Также эта программа есть во всем мире, это рекомендации Всемирной организации здравоохранения и направлена на то, чтобы предотвратить это заболевание. То есть делается именно в том возрасте, когда еще не было контакта с этим вирусом. Международная организация ЮНИСЕФ готова предоставить Абхазии необходимое количество вакцин против вируса папилломы человека ВПЧ. Речь идет о первоначальных 3000 доз для вакцинации девочек в возрасте от 9 до 15 лет. Инициатива ввоза вакцины в нашу страну принадлежит Министерству здравоохранения. По мнению врачей, прививка абсолютно безопасна. Сказать о том, что вообще в мире отмечены какие-то серьезные побочные действия, осложнения, то есть не описаны такие случаи, не наблюдаются. Возможно осложнения, как от обычной прививки, то есть местная реакция, какие-то инфильтраты местные, температурные, не более. Мы приглашали профессора Михееву, она абсолютно независимая, то есть у нее нет заинтересованности продвигать эту вакцину, она не участвовала ни в каких разработках, она является заведующей лабораторией эпидемиологии Роспотребнадзора. У нее был недельный у нас тренинг-курс. Она нам разложила все по общей вакцинации, в том числе и по ВПЧ вакцине. И только рекомендательный характер, и только отозвалась о том, что эта вакцина высокого качества, и отказываться от нее просто нет никакого смысла. Между тем, существуют различные мнения об эффективности вакцины. Мнения достаточно полярные, но на официальных медицинских сайтах совсем другая информация. Что касается периода действия вакцины, то активность антител сохраняется более 10 лет. Женщины, которые прививались 15 лет назад, в их организме активно существуют антитела. Не просто в интернет загуглить, а действительно есть медицинские сайты, там такой информации нет. То есть говорить о пожизненном иммунитете мы не можем, потому что вакцина относительно молодая. Но о 15-летнем иммунитете мы можем смело говорить. Вопрос вакцинации будет вынесен на обсуждение медицинского сообщества, и только после этого вакцина будет внедрена в официальный календарь профилактических прививок. Мы осуществляем проект по внедрению этой вакцины. Если медицинское сообщество нашей республики придет к мнению единому, причем в этом вопросе будут принимать активное участие это врачи-онкологи, врачи-педиатры и врачи-акушер-гинекологи, только после этого она будет официально внедрена в наш календарь профилактических прививок и будет носить рекомендательный характер. Выслушав все доводы сторонников и противников вакцинации, вопрос, делать ребенку прививку или нет, безусловно, решают родители. Ирина Аршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.